слушаете подкаст журнала «Илин». Всем привет! Вы слушаете подкаст историко-культурологического журнала «Илин». Подкаст ведем мы, Диана Худаева и Лена Алексеевна Сидорова. Да. Итак, а сегодня мы обсуждаем второй номер журнала «Илин», который также вышел, как и первый номер, в 1991 году. И второй номер, практически половина второго номера, может быть даже больше, посвящена Василию Васильевичу Никифорову. И, кстати, сегодня же, 18 мая, исполняется 160 лет со дня его рождения. Кстати, вот здесь вот в первой статье, которая называется «Возвращение Никифорова», автор Ираида Клеорина. Здесь есть небольшая ошибка, да, написано, что 18 июня день рождения Никифорова. 18 мая. Да, 18 мая на самом деле. Если вы будете читать, в общем, не сильно удивляйтесь. Имейте в виду, что день рождения все-таки 18 мая. Итак, мы тогда прочтем статью Ираиды Самоновны, которая называется «Возвращение Никифорова». И вот сейчас Лена Алексеевна ее прочтет. Василий Васильевич Никифоров родился в Тибиковском наследии Дюбсинского улуса в семье бедных родителей. Отец Никифорова, Василий Никифоров, закончив Якутское уездное училище в конце 1840-х годов, был назначен письмоводителем Дюбсинского улуса, родом же происходил из Немидунского наслега Западно-Кангаласского улуса. Он умер, когда сыну было всего 3 года. Мальчика взял на воспитание улусный писарь Даниил Федорович Охлопков. Первыми учителями Никифорова были русские политические ссыльные Каракозовец Странден и Юрасов. Фельдшерскому делу обучал народник Сипович. Затем Василий поступил в Якутскую прогимназию, где обучался у известного педагога Атласова. Вместе с ним здесь учились ставшие впоследствии известными прогрессивными якутскими деятелями братья Николаевы, Афанасьевы, Поповы, Сокольников, Слепцов и другие. Занятия они продолжили в Мегинском улусе в кружке политссыльного Папия Павловича Подбельского. Никифоров заочно получил юридическое образование. В начале 90-х годов он был назначен улусным головой Дюбсинского улуса. Находясь на этой должности, проводил большую культурно-просветительную работу, внедрял в улусе постройки русского типа. В 1893 году на свои средства построил 6-комнатную церковно-приходскую школу, содействовал расширению хлебопашества, сурово боролся против пьянства и картежной игры. Он также активно помогал в работе политических ссыльных, врачевал вместе с доктором-народником Сиповичем, переводил якутские народные песни и олонхо на русский язык для Естремского, помогал Пекарскому в составлении словаря якутского языка. С 1896 года он начал работать в Якутском статистическом комитете и сдружился с ссыльными Катун-Ярцевым, Каган-Пернштейном. В 1894-1896 годах Никифоров участвовал в знаменитой сибиряковской экспедиции, в которой 15 человек были политссыльными и 4 из якутских интеллигентов. В эти годы он еще больше сблизился с политссыльными, участниками экспедиции Коном, Пекарским, Левенталем, Ястремским, Танбагаразом, Осмоловским, Майновым, Гориновичем. По итогам работы в экспедиции Василием Васильевичем написана монография «Семейный быт якутов» объемом 20 печатных листов. К сожалению, эта работа до сих пор не найдена. В 1896 году Никифоров участвовал во Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде под руководством известного ученого Семенова Тяньшанского. В 1897 году он принимает участие в организации научной библиотеки в городе Якутске. С 1902 года Никифоров работает в Якутске частным поверенным Якутского окружного суда и членом Совета народной читальни. Увлеченный освободительными идеями Первой русской революции, в
1905 году Никифоров создает Союз якутов, который ставил перед царскими властями ряд требований. Царские чиновники приписывали Союзу значение народной революционной организации. 10 членов Центрального комитета Союза были арестованы. Никифоров просидел в тюрьме 1,5 года. Здесь он написал первую в якутской литературе драму на революционную тему «Манчары» о легендарном народном герое, защитнике бедняков и бунтаре Василии Слободчикове. Он вложил в уста дерзкие слова против тайонов. «Ясное солнце выходит не для одних богатых. Земные блага созданы не для них одних. Пусть не слишком гордятся, что слезами бедных, потом хромых разбогатели они». С 1907 года Никифоров начинает активно сотрудничать в первых прогрессивных газетах края, в редакции которой работали в основном политические ссыльные: «Якутский край», «Якутская жизнь», «Якутская мысль», которые за антиправительственную агитацию систематически преследовались царскими властями и закрывались. Пользуясь тем, что местные власти не читали на якутском языке, Никифоров печатал в литературной странице газеты статьи, бичующие самодержавие и пробуждающие классовое самосознание якутского населения. В 1908 году Никифоров принимает участие в создании в Якутске с просветительскими целями товарищества издательного печатного дела для выкупа дешевых книг для народа. Как явствует из доклада директора департамента полиции, в него входили ссыльные и лица, имеющие с ними постоянное сношение. В результате ряд лиц, в том числе Никифоров, были сняты с должностей. В 1913 году Никифоров проводит съезд инородцев Якутской области. Съезд избрал депутацию на 300-летие празднования династии Романовых в составе 3 человек: Сокольникова, Слепцова и Никифорова, хотя сами они всячески отказывались от поездки. В адрес царских министров они разработали и подготовили 14 докладных по различным вопросам быта и преуспения якутов, в которых давалась убийственная критика колониальной политики русского царизма. В них содержались требования представительства для якутов в Государственной Думе, введение земства в Якутии, проведение железной дороги, отмены подушного сбора, ссылки в Якутскую область, постройки школ и так далее. Но многие их просьбы остались без внимания. Никифоров посетил культурный центр Петербурга и выступил с докладами о положении в своем крае. В 1914 году он принимает участие на съезде по вопросам начального образования в Петербурге, выступает с докладом о тяжелом положении школьного дела в Якутии, об открытии национальных школ. Он же выступает на Первом Всероссийском съезде по народному образованию с предложением открыть в Якутске учительскую семинарию. Одновременно в 1911-1914 годах Василий Васильевич ведет большую работу в якутском отделе общества по изучению Сибири, принимает участие в разработке вечной мерзлоты почвы и ее значения в природе. В эти годы он усиленно занимается пропагандированием русской классической литературы, переводя на якутский язык пьесы Толстого «Власть тьмы», Гоголя «Ревизор», «Женитьба» и другие. В газетах Якутии и Сибири он постоянно печатает свои очерки, зарисовки, статьи под псевдонимами Васин, Якут, Пелевнюр. Являясь типичным либеральным общественным деятелем, Никифоров недоверчиво отнесся к февральской революции. На первом свободном съезде якутов Якутской области, проходившем в марте-апреле 1917 года, он заявил о своем неверии в победу революции и призвал массы вести себя осторожно и мирно. Это его заявление в 1927 году было приложено к следственному делу и служило криминалом при его осуждении. Когда Временное правительство ввело в Якутии давно ожидаемое Никифоровым земство, он стал во главе губернской земской управы. Этот период его деятельности ознаменован открытием школ и широким внедрением образования. В январе 1919 года
В Сибири утвердилась власть Колчака. Никифоров познакомился с ним лично в период его трехкратного пребывания в Якутии еще до революции. В июле Василий Васильевич участвует в созванном Колчаком Государственном экономическом совещании. Известно, что в записке на имя Колчака он просил подтвердить, что будет созвано учредительное собрание и будет соблюдаться закономерность управления, что Совет министров будет органом внутренне солидарным с определенной демократической программой, что государственное совещание будет преобразовано в орган, ведущий всю законодательную работу с правом контроля и запросом министров. Когда 15 декабря 1919 года в Якутске бескровно была установлена советская власть, приказом военно-революционного штаба Никифоров был уволен из областной земской управы и арестован. Вскоре вместе с Новгородовым, Аросиным, Придезниковым он был выслан в Иркутскую область. Здесь старый большевист, чекист Самуил Чудновский их амнистировал. Аросин и Никифоров были направлены на работу в Якутске под отдел Сибирского отдела Народного комиссариата национальностей в Новосибирске, Сибнац. После амнистии, объявленной советской властью автономной Якутии, Аросин, Никифоров и другие интеллигенты вернулись в Якутск и начали активно работать в советских учреждениях. Переход интеллигенции под знамена советской власти способствовал распаду повстанчества и позволил перейти к мирному строительству. Поход пепеляевских войск к Якутску Никифоров встретил в штыки, оценил его как авантюру и написал и издал отдельную брошюру «Вторжение Пепеляева». В 1923 году постоянным представительством Якутской республики при Совете народных комиссаров РСФСР, возглавляемом Амосовым, Никифоров был приглашен на работу в Якутский отдел Московской выставки народного хозяйства РСФСР. Много внимания уделял Никифоров пропаганде связи и благотворительного влияния русской интеллигенции на культуру и развитие якутского народа, напечатав ряд статей в журнале «Каторга и ссылка» за 1924-25 года «Каракозовцы в ссылке и их влияние на якутов», «Память великого друга якутов Сиповича» и другие. Но в эти годы Никифоров уже более заметно переключается с литературно-публицистической работы на научную. Он публикует ряд брошюр и статей, внесших значительный вклад в молодую тогда науку Якутии. Звероводство и зверопромышленность в Якутии, этнографический очерк якутов, оленеводство, песцовый промысел на Крайнем Севере, природа, численность населения в 1922 году в Колымском и Верхоянском округах, оленеводство и скотоводство, о статистике в Вилюйском округе. В апреле 1924 года при Центральном Восточном издательстве была создана якутская секция. Постпредставитель ЯССР Амосов направляет Никифорова секретарем этой секции. Обком партии утверждает редколлегию секции в составе Никифорова, Донского и Гоголева. В этот год Василий Васильевич избран вместе с профессором Пахрушиным, Обручевым, Танбагаразом, Штернбергом, бывшими якутскими полицейными Минским, Веленским, Сибиряковым и другими, членом правления Общества изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока. Также принимает участие в издании журнала «Северная Азия». С лета этого же года он работает в административно-правовом комитете при Комитете содействия малым народностям северных окраин при Президиуме ЦИК СССР. Тем временем Пятый конгресс Коминтерна создает Международную ассоциацию пролетарских писателей. В его Международное бюро связи пролетарской литературы от сибирских инородцев были приглашены к сотрудничеству Аюнский и Никифоров. В 1925 году устроители первого тюркологического съезда в Баку, помимо 3 официальных представителей Якутской республики, персонально пригласили Никифорова участвовать в работе съезда.
Этому помешало новое назначение, которое он получил от Академии наук СССР. На основании ходатайств Амосова Академия наук РСФСР приняла в апреле 25 года пятилетний план изучения Якутской ССР, и для этого была создана специальная якутская экспедиция. Никифоров был принят научным сотрудником, этнографом Вилюйского врачебно-санитарного отряда Якутской экспедиции Академии наук СССР. С 6 июня 1925 года по март 1926 он находился в разъездах по республике, проделав путь 4009 километров, обследовав 635 населенных пунктов с 4569 хозяйствами и населением в 10 515 человек. На основании этого им опубликован отчет по демографическому и дозиметрическому обследованию Вилюйского и Алёкинского округов. Им было собрано свыше 400 предметов этнографического значения, ныне хранящихся в музеях Москвы и Ленинграда. Приобретено большое количество фотографий. В ноябре 1926 года он отбыл в Ленинград для обработки материалов. 18 сентября 1927 года по возвращении в Якутск по делам экспедиции он был арестован на пароходной пристани. Его обвиняли в том, что заведомо зная о контрреволюционном заговоре, он не сообщил об этом советским органам. 21 августа 1928 года особым совещанием коллегии АГПУ он был приговорен к высшей мере наказания с заменой заключения в концлагерь сроком на 10 лет. Василий Васильевич Никифоров умер 15 сентября 1928 года, находясь в заключении. Ему было от роду 62 года. За 5 дней до кончины он составил завещание, в котором указал: «Мои литературные произведения хранятся в Якутске в академической базе Якутской комиссии Академии наук в 6 тюках и 2 портфелях». Всю свою обширную личную библиотеку он завещал исполкому Дюпсинского улуса для создания улусной публичной библиотеки для молодежи. Такова трагическая судьба одного из просвещенных, прогрессивно настроенных представителей дореволюционной национальной интеллигенции – Ираида Клеорина. Итак, это была статья Ираиды Клеориной, которая называется «Возвращение Никифорова». Лена Алексеевна, давайте тогда сейчас, может быть, поговорим о том, как эта статья попала в журнал, и поговорим еще, да, об авторе, об Ираиде Самоновне Клеориной. Да. А вот предисловие к этой статье, написанной редакцией, упомянуто, что автор статьи Ираида Самоновна Клеорина, драматург, автор пьесы якутской интеллигенции, много лет боровшаяся за возвращение имени Никифорова. Сама она прошла нелегкую жизнь, прошла через сталинские застенки и концлагеря. Вот здесь от слова «боровшийся за возвращение имени Никифорова», вот этот «боровшийся» – это не гипербола. Это прям она действительно очень настойчиво занималась реабилитацией и возвращением имен Никифорова, ну и не только Никифорова, вообще первых якутских интеллигентов. И, и при этом она, при этом это очень такой скромный человек, о которой вот вы попытаетесь найти там на просторах интернета, о ней мало что известно, но хорошо, что она написала книгу. Называется она «Curriculum vitae» или «Vitae». Это на латинском языке, если я неправильно делаю ударение, простите, почему-то хочется «Vitae» сказать. Эта книга, она... CV. Да, это CV, «Curriculum vitae», то есть краткое жизнеописание такое. Мгм. Вот. Она пишет о себе, и
из этой книги можно узнать, что она, как это связано с Якутией, она родилась в Якутии. Но родилась она в 1915 году. И через 2 года ее семья покидает. В 1917 году ее семья, отец ее, если не ошибаюсь, там написано, что он полицейный, в общем, он уезжает в Харбин. И она оказывается в Китае, ну, ребенком. И вот удивительным образом она сохранила вот такую связь, вот эта вот семья удивительная, что она сохранила связь с Якутией вот, с, с якутской интеллигенцией. Вот. И она писала о том, что она очень, вот ее отличала какое-то, она не могла не принимать несправедливость. Когда она видела, что с людьми поступают несправедливо или они забывают незаслуженно. И притом она понимала, что это были люди, ну, как бы масштаб личности. То есть она же была ребенком 2 года. Она могла бы не возвращаться к этой теме. Вот. Но вот она начинает заниматься, восстанавливать и занимается реабилитацией Семена Василия Васильевича Никифорова. И с таким упорством, вот, поскольку в те времена восстановить его имя было очень непросто. Но она, кстати, знала еще, как это делается, надо отдать должное. Вот. И это прямо было делом ее жизни. Мы во многом обязаны Ираиде Клеориной. Она, кстати, потом уже, будучи взрослой, приезжала сюда, в Якутии. По-моему, она описывает, как она на пароходе или где-то встретила, ну, они встретились с Амосовым. Ей было 7 лет. Вот она описывает Амосова, что это был человек, который вот тоже притягивал к себе вот людей. Он постоянно был в гуще каких-то там разговоров, бесед. Вот такой был человек. Вот она об этом рассказывает. И еще Ираида Самоновна написала книгу «История без флера». Да. Ну и вот, кстати, как эта статья Ираиды Самоновны попала В журнал. в журнал, потому что с с этой темой вообще познакомил Олега Гавриловича Иван Егорович Федосеев, известный писатель, а, Досо. И вот благодаря Ивану Егоровичу, который передал статью и с ее согласия для публикации в Елине, потому что на тот момент она жила в Москве. Вот Олег общался с ней, они разговаривали по телефону. Вот, ну и уже впоследствии он с ней лично познакомился уже, когда был в Москве, да, встретился, вот, и завязалось вот такое вот уже общение. Она передала эту статью, вот это название «Возвращение Никифора». Это действительно было «Возвращение Никифора» именно в этом номере. Кроме статьи Ираиды Самоновны, во втором номере журнала «Елин», кстати, некоторые номера журнала доступны совершенно бесплатно в интернете. Если, ну, тут такой сложный адрес, но если вы прогуглите журнал «Илин», сразу же первой строчкой выйдет сайт журнала «Илин», который на народ.ру. Вот, и здесь доступна большая часть онлайн. Вот, так что вы, дорогие наши слушатели, можете сами прочитать все номера, все статьи, которые есть. Ну, а я перечислю, что вошло во второй номер, что вошло во второй номер, связанное с Никифоровым. Значит, о поездке Никифорова на госэкономсовещание в Омск и встреча его с Колчаком. Автор статьи Николай Попов. Литературное творчество якутов. Это статья самого Кюльмнюра. Также вошел библиографический справочник Никифорова, составитель Николай Николаевич Павлов.
Опубликовано завещание Василия Васильевича Никифорова. Да, и вот эти материалы, они, вот эта основная тема номера, они как-то, ну, некоторые статьи, ну вот, например, вот это вот библиографический справочник, который был составлен Николаем Николаевичем Павловым в 1949 году, он был опубликован здесь вот в журнале, и вот все это вместе, оно способствовало вот этому возвращению Кюльмнюра. И название статьи Ираиды Самоновны Клеориной вот отражало вот начало вот этого процесса большого. На самом деле, конечно, надо отдать должное и тем, кто изучал прежде, ну вот Ираиде Клеориной, и Федосееву Досо, вот, ну и тем, ну вот Николаю Николаевичу Павлу и всем, кто так или иначе изучал Никифорова, сохраняла его память. Но надо сказать, что вот этот номер, я говорила, кстати, о том, что вот он как-то сам как будто сложился. Время такое было. Люди сами приносили и говорили, что вот давайте вот опубликуем это. И вот сложился вот такой номер о Никифорове. Если мы откроем библиографический справочник, то первым номером мы увидим драму «Разбойник Манчары». Да. Мгм. Манчары Тёгин. Мгм. Опубликованное в 1907 году. Итак, если резюмировать, он и драматург, и этнограф-исследователь, общественный, государственный деятель. Да, но это, мне кажется, время такое было, да? Потому что любой образованный человек, он занимался буквально всем, потому что нужно было развивать там, ну, не знаю, все направления жизни. Но тем более человек, если вот он не сидит там в одном месте в своем улусе или в городе, сидит, а когда он ездит, видит все и болеет душой. Ну, банально, да, но на самом деле, когда он хочет развивать свою землю, да, конечно, он занимается всеми вопросами. А при том, что он был образованный. Ну и люди были талантливые, энергичные. Вот. Они еще их, наверное, отличало то, что они верили, что они верили в светлое будущее на самом деле. Они верили, что все идет к лучшему. Ну, тут надо заметить, да, тут надо заметить, что конец 19 и начало 20 века – это вообще просто прогресс на лицо. Ну, представьте, вы живете в Якутске, и к вам прилетает там самолет. Это развитие техники. Приходит там, не знаю, фотография, приходит электричество уже где-то там-сям уже есть. То есть просто вера в то, что жизнь становится лучше благодаря разуму людей. Все надо просто учиться, жить мирно и развиваться. Вот основная идея. Почему их все это так, мне кажется, подогревало, что ли, говоря так немножко прощенно. Дорогие читатели, когда вы откроете номер, обратите внимание, тогда журнал издавался очень мелко, и тут очень мелким таким шрифтиком написано было о Николае Николаевиче Павлове. Тыгыт. Это человек, который и сделал этот библиографический справочник Никифорова Василия Васильевича. Обратите внимание, тут помимо пьесы Манчары известной, да, упоминается еще две его пьесы. Алгагабы Пыт переведено как ошибка, название, и Кончари перевод этой пьесы Отава. И на русский язык пьеса так, название переведено. И Василий Васильевич Никифоров занимался переводами Льва Николаевича Толстого «Власть тьмы» и Гоголь «Женитьба». Вот здесь все это, здесь тоже в этом справочнике упомянуто. Сама личность Николая Николаевича Павлова тоже очень интересная. Пожалуйста, почитайте о нем. Это был интересный человек, автор стихов, рассказов, фельетонов. И у него тоже была очень
драматическая судьба. Он был репрессирован в 1939 году. Вот такая вот история. И мы переходим к новостям культуры. Таптыбы, эйигин, таптыбы. Тыласох таптыбы, тымака. Таптыбы. Судай бапы, öğüsüyer, yedenler, eremun ergidiler. Elek bolar imenge, kayada, tügenge. Sügürüye bin, sürü kutu sılıtar. Sırdı kutu matar, serege sok karakır. Дорогие друзья, только что мы услышали песню в исполнении Нургуяны Шадриной, которую написала она сама на стихи первой якутской поэтессы Варвары Потаповой, которой в этом году исполнилось бы 80 лет. 13 мая в Национальной библиотеке прошел вечер ее памяти. Первая якутская поэтесса. И интересно, что вот такое интересное сравнение называют там якутская Ахматова. Ахматовой. Мгм. И вот когда я вот читаю там якутская Ахматова, ну, во-первых, видимо, здесь какое-то есть все время стремление провести параллели с Мгм. русской литературой. Вот. И с другой стороны, удивляет, что у нее какое-то... Она же молодой была. Да, к сожалению, Это Варвара Николаевна очень рано ушла из жизни в возрасте 33 лет. Да, и у нее у молодого такого человека, да, удивительным образом есть какая-то очень такая трагическая нотка вообще в ее стихах. И вот такое ощущение, как будто бы вот это, то, что она рано ушла из жизни, почему-то, ну вот, ну, как будто это какой-то исход из этих стихов. Я не знаю, почему так. И об этом даже говорит ее псевдоним Кутурган Ко. Да? Да, почему так все грустно у нее? Это очень странно, при том, что вообще-то, если вспомнить вот эти года, да, посмотрите, она учится в университете на филологическом факультете, она там возглавляет творческое литературное это объединение, она работает там в редакции. Не знаю, жизнь кипит. Но вот у человека было какое-то такое восприятие жизни драматическое, трагическое. И время-то было такое, это 70-е годы, время, которое называют застойным, но оно достаточно стабильным было. И мне кажется, в селе была такая жизнь не, не обильная, не такая, но нормальная, стабильная, устойчивая жизнь. Не знаю, почему так. И еще одно событие, которое бы мы хотели бы упомянуть. В Доме печати на 3-м этаже продолжается выставка памяти Ивана Петровича Ушницкого, журналиста известного. Да, ну Иван Ушницкий – это легенда. Легенда, его очень любят в Якутии, потому что, мне кажется, на его материалах выросло целое поколение, а, ну, мужчин, наверное, в основном, те, кто увлекались спортом. Атон Сахалар для Саха, для якута вольная борьба, но это прямо, не знаю, часть какого-то культурного кода, наверное. Сейчас модно так говорить. Это потому, что Иван Петрович писал о спорте. Он писал о спорте, но и не только о спорте писал. Кстати, я вот как-то
у родственников у Салданского Луси была, и они всегда о нем вспоминали, говорили, что это был человек, который приезжал летом и любил разговаривать с бабушками. Он ходит, записывает, прям садится, и он не так разговаривает. А бабушкам там что нужно? Общение. Вот найдут человека, которому можно все это рассказать. Они ему рассказывают, и он все это слушает, записывает и тоже получает от этого удовольствие. То есть у него он не просто журналист там спортивный, вот, известный, но и человек, который э, интересовался историей, и в частности это было неизбежно, а для 50-х, 30-е, 50-е годы в биографии почти любого человека 30, 40, 50 лет были истории о репрессированных. Он изучал историю репрессий 30-х Да, годов. вот как сказал Олег Гаврилович Сидоров, его огромная заслуга перед якутским народом заключается в том, что он возродил из забвения многие имена наших репрессированных земляков. Это Олег Гаврилович сказал на открытии выставки. А для нашей студии «Кинохолора» Иван Петрович давал интервью для нашего фильма, который называется «Вторая республика». Вы тоже можете его посмотреть. Фильм о принятии декларации о государственном суверенитете Республики Саха. Вот, Иван Петрович занимался и общественной деятельностью, был сам депутатом Верховного Совета 12-го созыва, и поэтому не понаслышке знал о событиях, происходивших в те годы. Ой, кстати, мы еще забыли сказать о том, что по инициативе Ивана Петровича с 2004 года, 18 мая, отмечается День подснежника в нашей республике. Ну, то есть вот такой был человек многогранный, и при этом он же, вот вы же с ним работали, интервью брали. Он очень интересный собеседник, он очень такой приятный. И, да, и как все очень умные, интеллигентные люди, он был очень скромным. Да, и вот такая протянулась интересная это, логическая связь Никифоров, Уйбан Увнушкой, да, Иван Шницкий получилось. Да, и, кстати, Иван Петрович в своей книге «Центральное дело», написанной совместно с Иваном Николаевым, также они писали и о репрессии Василия Васильевича Никифорова. Ну, на этом у нас все. Большое спасибо, что слушали нас. Если вам понравился наш подкаст, вы можете поддержать наш проект через донат. Ссылку увидите в описании. И, кстати, у нас уже был первый донат в 100 рублей. Большое спасибо, что вы нам его отправили, этому человеку. Это был один платеж. Большое спасибо этому человеку, который отправил нам донат. Мы очень рады. Это нас вдохновляет и вдохновило на продолжение нашей работы. Будем работать дальше и... Да, это такой символический донат 100%. Да, вот большое спасибо. И подписывайтесь, ставьте лайки и пишите обязательно комментарии. Говорят, это продвигает контент наш. Спасибо. До свидания, до встречи.